Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Day подкаст. Сегодня у нас в гостях братья Султановы. Сейчас чуть попозже их вам лично представим. Также у нас сегодня Виктория, 1 на 1 без перчаток. Виктория сказала до интервью, что сможет различить Асана и Усена Султановых. Поэтому тебе предоставляется право их представить, кто из них Асан, кто из них Усен. Мы до начала записи начали разговаривать, и Асан начал говорить. Я сразу узнала Асана, потому что Асан на самом деле у нас уже был, потому что у Асана был бой в Найзе. Усен, приятно познакомиться с вами. А все наоборот, на самом деле. Нет. А если честно, да, я же Усен, а он Асан. Просто Миша сказал не говорить. Нет, вы Асан. На самом деле, по усам можно понять. У Усена усы больше, чем у Асана. Асан, тебе предстоит бой в Найзе. Вообще, в целом, хотели бы об этом в первую очередь поговорить. Хотим немножко раскрыть этот бой и хотим о тебе напомнить людям, потому что ты уже 1,5 года не выступаешь. И также вообще мы давно уже хотели, чтобы и Усен тоже у нас подрался. Вообще, самое крутое было бы, если вы бы там в одном карде вдвоем бы выступили. Это вообще была бы хорошая история. Давай изначально про твой бой, 22 сентября, Найза 67. Что скажешь о сопернике? А соперники, что скажу, грэплер борется, стойкий. Ну, так, пойдет неплохая стойка, да, раньше стойки дрался. Ну, мне скинули, когда соперника там 9 лет назад, егошнее видео скинули, я посмотрел, там вообще ничего не понятно. Все, приняли. Потом через... Как уже, ну, уже как анонс вышел, Инсу попросил, Инсу скинули, посмотрел, там вообще какой-то другой человек. Ну, это он. За 9 лет меняются люди. Не, ну, это понимал, что за 9 лет, конечно, человек такой же не останется. Там типа 9-летний пацан, тут 18-летний мужик уже. Еще посмотрел его, соперник тоже непростой, такой здоровый, мощный, физический. Но мы тоже бороться и мы не будем точно, будем защиту, стойки, драться больше. А по весу что в этот раз? 84 или 93? 84. На 84 сейчас уже вес где-то 88. С 93 где-то 94 вот так на 88 скинули. Ну, короче, готовы. Ну, у меня тоже есть, там были там желудком проблемы, еще лечу до сих пор я. Там на тренировках капец, плохо было, короче, размены идут, тошнит, короче, сразу туда и бегу, короче, уже. И потом желчь выкачал, короче, потом почистил, там, короче, почистили полностью меня, мой желудок, там, лекарства, прокапался полностью где-то 3-4 дня. Сейчас вроде более-менее уже нормально, сейчас уже смело там дерусь, такого нету. Но все равно, ну, нормально уже лечимся, короче, четко все. Подойдем еще 10 дней есть. Ну, вот до этого был в форме хорошей, когда вот травмы не было у меня, до травмы я вот прям пахал хорошо. Сейчас вот травма зажила, все равно. Мы пахаем сейчас по-любому, бокс только, да, кикбокс, бокс, но не боремся сейчас по-любому, мало боремся. У вас последний бой был на Найзе когда? 54-й, что ли? Это сколько? Или 49-й, да. Года назад? Да. Больше 1,5 лет назад. Конец 22-го года же ты дрался, да, последний раз? В марте, да, это было. Холодно было. Да, холодно было это вообще. Да. Потом должен был быть еще бой, и вы тогда с рукой, да, были проблемы? Вот, да, у меня вот 2 раза должен быть бой. Первый раз вот бой уже, анонс прошел уже все. И потом у стены чучелу поставил, и только локтями его 2 минуты бил. Локтями бил. И потом так встал, и Супермен со стойки хотел так полететь туда локтем. Полетел, а там у нас прямо в конце, в краю железки идут вот такие. И я в эту железку всем весом вот так со стойки туда локтем. И он у меня вот так опухло, разрубил хрящики там все свои, короче. Ну, железку хоть сломал? Я даже не посмотрел. Знаете, ребят, я вот на вас сейчас смотрю, вы такие фактурные, вы такие, ну, яркие. Спасибо большое. Но, мне кажется, мое субъективное мнение, недостаточно медийно раскачанные. Ну, то есть, я посмотрела Инстаграм, не так много подписчиков. Заблокировали мой первый Инстаграм. Почему? Вот так, например, у меня 12 тысяч живых подписчиков было, просмотры там, капец у меня сторис был. Потом, я не знаю, кто это постарался, короче, заблокировали это все, Инстаграм, короче, полностью. Я не смог его никак восстановить. И вот новый создал, вот буквально этому Инстаграму год уже. Ну, в целом, вот по медийке, я знаю, что Миша вот непосредственно в вашем никнейме, да, принял участие и назвал вас казахский борс. Да, Расскажите эту историю, интересно, кстати. И Усену ты должен придумать.
как это все было. Почему казахский борс? Я стоял там, пошел на бои, это был... Я подумал, сейчас сначала, знаешь, как было? Это какой турнир был? Найза, кажется, да, был? Нет, не Октагон, да. Либо на мат, либо октагон. Я вижу, Нет, не на Октагон был. октагон. Я вижу, что Чимаев идет. Реально, я подумал, Чимаев. И ты был спортивный. Они фотаются, подходят... И к тебе все подходили фоткаться еще, Да, пацаны. все подходили, фотались. Борода, наверное, больше, да, было тогда? Ну да, чуть-чуть побольше было. И подходили, и Мишаня раз подходит, потом... Вы капец на Чимаева похожи. Да, все подходили, там ребята такие говорят, это что, Чимаев? Я такой думаю, реально, что, Чимаев приехал на турнир? Ну вот как Мишаня вот сказал, так вот, что казахский борс, меня вот сейчас конкретно вот так все говорят, капец вы на Чимаева похожи, капец вы на Чимаева похожи. Все вот так говорят, уже как-то люди начали по кличке так, типа, капец вы, да, похожи. Некоторые не говорят, а большинство так, кто спросит, он, не едешь, говорит, вы капец на Чимаева похожи. Даже которые не знают, даже, может, так, я думаю, сам думаю, да, ну, я вроде так сильно не похож. Потом еще забавно было, мы позвали Асана на подкаст с Владом Калугиным, и он такой говорит, у меня брат-близнец, кстати, есть. Мы такие, о, ничего себе. И он говорит, он внизу сейчас сидит, меня ждет. И мы говорим, давай позови к нам. И он Усена позвал, и реально так прикольно тогда пообщались. И вообще, да, вот вы совсем, мне кажется, не реализуете эту историю, что у вас два брата-близнеца. Вообще, мне кажется, Можно это на прям этом золотая играть, жила да. какая-то, Да. что это надо как-то вам монетизировать. Вот, Вообще, вот давайте вот на Найзу на 22 сентября вот с ним какой-нибудь придумаем, и что 22 сентября будет, вот, что у меня будет двойка, что-нибудь грава, близнецы как-нибудь, оденемся одинаково, и что-нибудь какой-нибудь дерзкий. Да, что-нибудь. постригемся даже можно. надо точно на выход вам вдвоем как-то уходить, мне кажется. И чтобы оператор думал, что ты Асан, а в конце раз ты такой, типа, выходишь из-за угла. Ты его, типа, это, знаешь, массируешь. Я все что-то выйду, начинает мне мазать. Да, ты такой говоришь, не, мне не надо. Мазать, не. Или ты ему колбу такому так делаешь, типа, давай, брат. А сам это вазелин ему просто через лоб передал. На самом Ты деле... все равно тоже должен придумать какой-то никнейм. А мы хотели, вот когда был тогда подкаст, у нас был типа казахский борс и казахский бонс, типа бонс, Джон Джонс. Это как-то не закрепилось, по-моему. А потому что ты редко дерется. Один раз, по сути, подрался. Два раза с Артем Тарасовым. Ему надо чаще драться. Почему редко деретесь, Усен? Блин, не знаю. Это у вас не основная деятельность? Не боев? то, что не готовлюсь, наверное, так, из этого не хочу на такой уровень выходить, там, драться. Если бы готовился бы, как вот все пашут. Так а что ты не готовишься? Ну, готовлюсь... палец же еще травма Еще, была. видишь, из пальца травма у меня вот это. А так-то готовлюсь, но прям такой, как вот пашу, там, день-два раз, там. Так не пашу. Бывает неделю раз, бывает неделю два раз. Мне кажется, просто тебе надо, знаешь, как, ну, не то, что на все на кон поставить, какую-то ставку сделать на выступление, потому что вы потенциал теряете. Мне кажется, вам нужно, вот, не знаю, где, не знаю, взять просто денег, потратить там несколько месяцев на тренировки, только тренироваться, потом вдвоем где-то выскочить, вы это только заработаете от этого больше. А вы вообще чем по жизни занимаетесь, кроме спорта? Кроме спорта, только спортом. Только спортом? Никакого там Нет, дела сейчас своего нет? в данный момент... Нет, у меня зал есть там свой. Мгм. Вы детей, да, еще, кажется, тренируете? Да, детей, взрослых, там, тренера еще есть там в зале, кто тренирует. И все, а так только вот как вот начал заниматься спортом, только сейчас тренируюсь больше к этому. Потому что если где-то работать, в зал не получится, уставший где-то, настроение не будет. А так, как на работу. Сумку взял с улыбкой и в зал идешь на спарринге с утра. Вообще, говорю, вот, и это как-то мне нравится, это как на работу иду. Все, смело уже, сумку. Никакого там нет в голове, там, все, сумку взял, сел либо на машину, либо на такси, либо на автобус. И ну, ты будешь говорить либо на автобус, либо на маршрутку, либо на метро, Либо пешком. пока деньги не приносят на самокат. Когда как, короче. Слушай, Усен, а после вот дулогии с Артемом Тарасовым больше не было никаких предложений все-таки? Громкая достаточно была история. Сначала на Намаде. такой Тарасов, да? И на Намаде была история. Сначала Усен победил его, и потом... На рухе. На Рухе. И потом поехал в Россию. Вы дрались на Урале или где? На хардкоре. На хардкоре. Мгм. После этого ни предложений, ничего После не было? этого было, Анар предлагал мне, ну, там, предлагает хороших соперников за 3 дня там выйти, брат. За 2 дня выйти там. На коротком На уведомлении. коротком уведомлении. Как ты выйдешь с такими соперниками, как попыточное мясо, он там готовится, а я не готовился, вообще дай мне за 3 дня предлагают там. Будешь с ним драться? Когда Не, ну видишь, он-то не знает, он-то не, в форме, может, он-то не знает, он как лучше хочет, конечно, мне там, но мне это зачем надо, правильно? Я не да, проигрывать не люблю, например, да. Вот проиграл, теперь еще не дерусь, сейчас думаю, теперь надо подготовиться хорошенько, чтобы выиграть теперь. Слушай, а вот реванш с Артемом Тарасовым все равно, как ты знаешь, сделали так, чтобы все против, ну, по сути, тебя было, да? Ты поехал в другую страну, там, в чужой лиге. Еще опять за 2 недели сказали мне. Ничего, Почему согласился на эти условия?
Почему согласился? Потому что мечта была на хардкоре подраться. И здесь думаю, почему бы нет? Все мне говорили, зачем ты даже не готов, говорит. Он будет по-любому бороться, говорит, зачем ты поедешь, типа, говорит. Ну, мечта думал, поеду по-любому. Ну, вот мое мнение, я ему так говорил. Никакие деньги, ничего. Я на его месте бы, если у меня Тарасова победа была бы, я ему говорил, зачем мне это нужно? Мне этот бой не интересен уже. Пусть другого дают, который я хочу теперь. И уже там уже гонорар взять. А потом с Тарасом через 2 боя, через 3 боя уже можно было выскочить. А он, видишь, поторопился, хоть я хочу поехать, все. Ну, Не готовый вообще не готовился. Я бы на его месте в таком состоянии точно бы не поехал с Тарасом драться. Вот я сейчас недавно на Намаде Виталий Тарасова встретил. С ним разговаривал, говорю, сделай нам и этого матчмейкера, как зовут? Исламбека. Говорю, сделайте мне бой по кулачке. Теперь 3-й бой на Намаде. Они сказали, хорошее предложение, обговорят. Вроде бы было бы хорошо бы с ним подраться по кулачке. Я думаю, все просто упирается, наверное, в гонорар, Артем. Гонорар стопудово. Сколько попросит он? Это стопудово. У него гонорар тоже не маленький. Да, я думаю, там десятки тысяч долларов. Так что это надо еще найти где-то. Лямов 5 где-то, думаю, мне кажется. Нет? Тенге? Не, Тенге. больше он попросит. Я думаю, минимум 10 он попросит. Минимум. Да, не. Не, я тебе говорю. Ты Да? что, если... Ну, Человек, я который просто ведет свой понимаю... Инстаграм. И человек, Да, который не ведет свой Инстаграм. Он Инстаграм ведет, и просто я понимаю, сколько вот ребята... Да, стопудово, и Локомотивы вот по ММА зарабатывают, Да, и да. они зарабатывают больше 5 миллионов тенге. Так что я говорю, вы могли бы тоже, в принципе, много Раскачивать. зарабатывать. Не, ну, Свой я-то на старте, брат, меня в Россию не запустили. Почему, кстати? Ну, мне закрыли въезд на 30 лет туда. На 30 лет? Незаконно. Шесть. Ну, короче, ладно, это тоже надо оставить уже, все, оно уже ушло, сколько лет прошло уже, даже разговор уже как-то отпустила это уже, мечта была туда поехать, по ММА, там мне гонорар на 2 года скинули, 4 миллиона тенге у меня был бой. Вот, И такие реально получают деньги. да, добавлялись у меня. Я уже там с гонорарами сами разговаривал. Мне туда-сюда предлагали после реалити-шоу. Ты же, наверное, кредитов набрал. Есть такое тоже. Уже надеялся, что придет. А вы вот, когда росли вместе, вообще дружные? Нет, Нет? вообще. Ну, мы так не ходим вместе. Редко. Он со своими друзьями ходит. Иногда бывает, вместе ходим, а так... Иногда с только друзья детства он путают, Отдельно, да. и тогда... По сути, вы же одним, увлечение у вас спорт. Ну, мы близнецы, вот мы с одного целого выше, и мы как будто всегда у нас с детства это по-любому было. Пугаемся там. Постоянно. А у вас есть, Соперничество. вот говорят, связь у близнецов? Что-то с одним происходит, другой чувствует. Вот такая есть? конечно. По-любому. Близнецы. Я сейчас ущипнул Лусена, а ты не почувствовал. О, что там такое? Она просто через минуту проходит. Зачем сказал? А сейчас спаррингуетесь друг с другом? Нет. Нет? Это как-то принципиально или просто... Да, принципиально, да. Мы так не можем, если можем, но все равно мы не можем вместе вот так спарринговаться. Начинаете прям включаться? Ну, раньше так было, сейчас уже такого нет. Все равно, как по корпусу работали до конца, там удары. Там мы не можем вместе работать. Да. По-моему, короче, мы начнем до конца будем принципиально не сдаваться. Там сильно ударил, тоже сильно ударишь, короче. 2 раза сильнее ударил. Самое крутое будет реально найти еще 2 близнецов и им сделать. Вот Тарасовы против Усана. 2 на 2. Да, я и говорю, вот 2 Это было бы Тарасовых очень привезти. Ну, громко. один Тарас просто маленький очень. Который Они тоже цепной пес? близнецы. Ну да. Вот он сколько весит, не знаю, 50. Ну, захимичиться вес наберешь. Либо кому-то из вас скинуть до 60 килограмм. Еле вышло, еле. Ну, я выношу его. Реально вот надо предложить. Посиди здесь. Асановы против Тарасовых. Вообще мощно. Да. 2 против 2. Тарасовы, готовьтесь. А есть еще вот в истории мои близнецы, которые... Да, я хотел, кстати, про эту историю рассказать. Сейчас в американском интернете бурно обсуждают. Был такой чемпион UFC Мэтт Хэмилл. Может, вы слышали? Родной даже. Не, он с ЖСП дрался, и у него брат-близнец был. И сейчас ходят такие слухи, ну, пока никто не подтвердил, не опроверг, что они 2 брата выступали, оба дрались. И что один на взвешивание приходил, взвешивался, а тот второй, ну, как бы не мучился весогонкой. Один мучился весогонкой, а второй в бою, типа, дрался. Лайфхак. Да, подумайте насчет этого. Не, такие вещи нельзя делать.
некрасиво. Ну, по идее, некрасиво, но зато рабочая тема. Не, рабочая тема, да, но потом как-то сам, ну, так если выиграешь, потом как-то все равно в душе будешь думать, что-то я несправедливо выиграл, как-то. А так, когда достойно выйдешь уже. Ну, как нормально. это, это же надо двоих родить таких. Да, это же тоже не так просто. Это не так все просто же. Короче, подумайте над этим. Ладно, шутка. Будет у нас комиссия в НАЗе очень строго проверять, поэтому не делайте. Я буду сидеть, Да, я вас Виктория. уже различаю. Виктория будет сидеть. У меня же здесь этот прицел есть. Ну, он маркером нарисует. Или скажет, я свел, а на следующий день набил. Сейчас уже чего только не увидишь. А ты, кстати, не думал себе татуировку тоже делать, когда брат сделал? Никогда. Не хочу вообще. Ты сейчас был угловым у Харуна Базиева на турнире «Номад». Ты вообще вот когда выходил в угол, что ты почувствовал? Все равно, ну, появилась вот эта тяга вернуться самому. Просто же, ну, прикольно было, там, ты мечтал на хардкоре подраться, до этого там и на рухе подрался. Ну, я и хочу подраться. И вот с Намади по кулачке. Ну, а какие вот чувства были, когда ты в углу Ну, стоял? чё, ты же... Ну, чувства, конечно, были. Выйти опять туда, зарубиться с кем-нибудь. Вернуться после поражения на победу прям вот. Ну, в рухе, Жестко ты же с хочется. руха, у тебя рух, зачем тебе намат? Не, вообще с уже контракт. Рухом, ну, я с Рухом я контракт, но я с ними, сколько, да, это об Аблае пишу, Аблай мне что говорит сейчас, типа, пока мы не будем бои делать, пока не будем бои А, у делать. них же это блогеры же. Ну, пока не будем делать, почему стоять, и почему бы на бане не подраться? Ну да. Я с ними так говорил, какая у меня была, что Есть, я да, могу да. драться и там же. А вас, кстати, не пытались обоих сразу в какое-то реалити-шоу тоже вот поставить там, то, что и на рухе, вот реалити-шоу, и был там хайп реалити. Вы же вообще вот популярность, ну, ты получил популярность, по сути, после как раз руха, да, где Тамаев приезжал, этот... Не, рух мне конкретно медийку поднял, я вот Рамазану конкретно Рамазан благодарен красавчик, Иже вот, согласен. на то, что он Иже, вообще он вот четкий, как человек вообще, он вот такой натуре, такой никогда такого, всегда от души, всегда все делал, короче. И вот медийку, вот после реалити, конкретно Шавхала Чурчаева заборол, потом Тамаева заборол, потом вот и там реалити, да, короче, потом выиграл там в первом раунде досрочно. Короче, нормально, да? Ну, борьба это, здесь ничего такого нет, чисто борьба была. И видео, как они это знаменитые, да, там, в России, там, и просмотры нормально набралось. Ну, с ними тоже нелегко было бороться, такие. И же Шавхал тоже на хайпе, там, ты же не знаешь, первый раз его видишь вообще, что, как он. А вообще интересный опыт, вот приняли вы участие в этом реалити-шоу? Да, мне очень Понравилось? Мне очень понравилось. Какой формат вообще зашел вам? Ну, очень зашел, как я там нормально хайповал в этом реалити, по максимуму, да, не то, что ничего там, чисто хайповал, да, там борьба, там тоже, меня тоже могли там забороть, да, меня тоже заборол уже Тамаев, там, я и заборол, и он меня заборол, там у нас ничейно было. И все, после этого реалити я вот так вышел с женой в горы, а на машине я доехал, то я добежал до туда, и потом идем вверх на где вода там? Горельник, да, горельник идем. И говорят, и люди подходят, начинают просить фототься. Я думаю, да, ну, все вот так подходят, фототься. Я думаю, нифига себе, аж прям Прикольно в было бы. шоке было. Так утром встал, и вот так все началось. Прикольно было бы, если бы это к Кусену подходили бы все и говорят. Не, к нему подходят сюда. И думали, что он, да? По-любому. Всегда так подходит. Даже иногда мне подходят, там, типа, хотят сфотаться, думают, что я старался, он дрался, он меня спрашивает, да, с ними разговариваю. Ты скажи, я побеждал, а этот брат уже проиграл. Вот сейчас все думают, что я Тарасу проиграл. Вот я в комментарии написал, где Red Bull был в России, там что-то. Ну, так просто написал, и там все пишут мне, вот, ты же Тарасу проиграл, ты же Тарасу проиграл, ты же Тарасу. Да, я написал. Я говорю, это не я проиграл, там мой близнец в первом бою выиграл, во втором бою проиграл, говорю. И все. И все думают, все пишут, ты же Тарасу проиграл, за 15 секунд мне пишут. У вас вот, при всей вашей брутальности, я видела очень милые фотографии с женой, с супругой. Вы, то есть, нормально к этому относитесь? Можете выкладывать в Инстаграм? Обычно же бойцы как-то прячут свою личную жизнь. Не, ну я выкладываю там не постоянно. В истории, вот это публикацию у меня где-то, может, 4-5 фото есть. Я поставил. Жена тоже просит, пусть стоит, чтобы видели, Чтобы поклонницы заходили. И вот, а так, конечно, я вот так в сторис, там не выкладываю такие вещи. А как жена относится к тому, что... Ну, нормально относится. Иногда она меня сама отметит, я ее к себе не добавляю. Она отметит все. Но она нормально относится, понимает, что там, что у меня, ну, мужская там
Ну, короче, нормально к этому, все четко. Ну вот когда поклонницы подходили за автографами. Блин, жена такие вещи не видит же. Не, ну вообще, да, после боя там, когда там все... Я на бой ее никогда не брал. Она не приходит? Не, она-то хочет с удовольствием. Ну, зачем мне лишний раз там переживать, там, а когда вот смотрят как-то все равно, там все орут, а когда ты знаешь, что там жена еще сидит, там не опозорится. Сиена, вы женаты? Нет, Нет? Девушка есть? девушка есть, да. Тогда к вам не будем приставать с таким вопросом. Но девушка поддерживает вас? Нет, как девушка, как подружка просто. А, Я говорю, прям, чтобы девушка прямо, ну, как подружка. Сегодня подружка, завтра девушка, завтра у жена. вас так, да? Потом вторая уже. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видео-контента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Вам по 30 лет же, да, уже? Да. Или 31? 30. 30 лет. На самом деле, серьезная уже такая цифра для того, чтобы именно начинать свою Для того, карьеру. чтобы жениться, Да. думаю, ты скажешь. Не, жениться в любой момент. Я в 30, мне кажется, женился. Правильно, Миша, в любой момент. Да, в любой момент. Я к тому, что 30 лет – это уже такой серьезный возраст для того, чтобы начинать свою карьеру бойца. Вы вот чувствуете уже вообще, то, что, не знаю, спад какой-то, что ли, идет физически, или наоборот, то, что вы чуть позже начали? Вот я вот лично думаю вот так, брат. У меня сейчас вот самое, наоборот, только начинается вот все понимать, все вот Да, это. голова работает И четко. просто вот чуть когда там травмы вот эти надоели уже за 4 года, 2 операции перенес, представляешь, брат? За 4 года. Вот это тоже надоедает, уже после них восстанавливаться же надо еще. Не просто же операцию сделали, встал, побежал на тренировке. Если так было бы, тогда бы никто не заморачивался об этом. Операцию сделали, потом с нее надо восстановиться минимум год. Надо вот от операции минимум год. Пока восстановишься, закачиваешь витамины, все вот это получаешь, чтобы потом выйти. И то выходишь, потом боишься за эту ногу. Всегда же так же вообще. А потом со временем, когда там 2 года придет, уже все, уже она закачается уже полностью, тогда вот забываешь про это все. Усен, а вот ты сказал про травму пальца, только сейчас тоже увидел, что у тебя палец сломан, да? А когда ты в каком бою получил? Или это вообще Нет, не это меня собака откусила. Ого. Ё-моё, расскажи. Так. Короче, гулял с собакой. С другом лапу бил, а там, где собаки гуляют же, это ихняя... территория ихняя, да. А у меня такой питбуль чуть включенный был. Не включен, он вообще злой был. Ну как, не знаю, сам по себе такой включенный какой-то, да, был у него. Это твоя такая собака? была, да. И все, короче, пока я лапу бил, смотрю, маленький моб зашел с той стороны. Кричу, им они меня не слышат. Отпустили моб, бежит, короче, к питбулю этому. И этот питбуль увидел, я стой, фу, бежал, пока за него, он его схватил, короче. Поймал, давай трепать, короче, его. И вот где-то минут 10 трепал, тут мопс орет, как человек. Вот так я орет, прикинь, на весь парк орет. Я не знаю, что делать, там люди собрались уже, понял. И так, и палка его, и за яйца, и то, и все, короче, он ничего, он еще хуже злится, короче. Я что теперь делаю? Беру так пальцем в рот, ему засовываю, так, не знаю же, так засовываю туда ему, я так, фу, ему бухой, фу. И он так один раз просто делает, и все, и потом собаку туда отпускает. Все, я сначала не понял, смотрю, фонтан бежит. Смотрю, этот палец так висит вправо. И все, села, и собака успокоила сразу. И все, мопса забрали, унесли, скорую вызвали, мне перевязали вот так руки. В больницу повезли, мне сказали, палец уберем, давайте. Я говорю, лучше оставьте его, но если оставим, может загноиться. Оставьте, я типа сам буду отвечать. Думал, зачем без пальца? В итоге мне пришли этот палец, я ходил, он мне загноится. Мучился, короче, 2 года. И все, вот сейчас вот так остался. Он сейчас, короче, 2 раза старался, он подрался, он мне, короче, ровно вот так, не двигался вообще он. 2 раза старался, он подрался, он у меня согнулся чуть. Чем до 3-й бой? 3-й бой надо с ним, чтобы до конца уже кулак был, сгинать его. В итоге с питбулем что? Питбулем все, отдал я его.
Он типа спит уже? Не, тогда просто... Не, он жил еще с ним после этого год. Не, жил со мной где-то год, он со мной после этого. Я сам же не виноват, я же сам же руки ему в рот засунул. Если я бы руки в рот не засовывал бы, он бы так не сделал бы. Тогда бы мопс был бы во рту. Да, или мопс был С во рту. мопсом все в порядке? Мопса забрали, убежали, даже не смотрели, что там с моим пальцем. Мопс взяли в руки и убежали сразу от страха. Сейчас люди, которые мопс, посмотрят это видео, тебя вспомнят. У меня недавно просто тоже, у меня собака же тоже есть. А, да? У меня охотничья, да. Ну, небольшая эстонская гончая. И на нас этот дог напал английский. Я стал бить дога этого, короче, ногой. Он мне в ногу вцепился. Прокусил шорты мне. Да, А хозяин тоже не мог оттащить, блин, вообще не знал, что делать. В итоге я пострадал, собака моя вообще нормально, а я пострадал. Вот собаки, я вообще собак так не сильно переношу. Вот у меня вот тут шрам на голове. Меня собака укусила за голову, когда я маленький был. Его питбуль? Не. Маленький был, собаку гладил, она меня хотела укусить, я упал, я начал... гладил, лопатами били, я помню. И потом ее... В детстве доводили, тебя, я помню, за голову поймал, я же тобой же был. Не, тебя трепала, она я когда же соседка была, не, какого лопаты били? Собаку дядя Янина, которая напротив жила, да? Нет, конечно, дурак, ты что, мне 9-8 лет. Нет, короче, он не помнит. Короче, соседская собака была, мы ее заводили. Это дядя Гена вышел, ее потом бил, когда она меня за голову кусала. Ты что? Ну, она тебя за голову схватила же. Ну, и он, какой сход? Она, короче, собаку гладила, она упала, короче, она меня за голову начала. Хозяин Сори, вышел. что я смеюсь. Хозяин вышел, короче, лопатой ее била, она до конца меня грызла. Он ее до конца забил, короче, она. Все, потом он ее отвез куда-то, эту собаку, короче. Жестко. Собак надо воспитывать. Да. Собака опасная тема. Там ее либо надо во дворе держать и не открывать специально вольеры, чтобы она никуда не выбежала. При ребенка вот такой кусит. Не, стопудово надо воспитывать. Я Конечно, тоже воспитывать надо, правильно. с детства собаку вот Вы потом после тренирую. подкаста что будете делать? В прокат едем? Да, поедем? Сейчас все, работа же до 6. А, Так, хорошая идея. Ты все еще с баракатом. баракат. Если вот, да, скажу, брат, пожалуйста, вот, если не Баракат Бургер, это Раджик зовут, и этот Баратов Тахир. Вот 2 человека, вот если не они, брат, да, вот, я бы, наверное, не дрался бы уже, вот, я честно говорю, вот как мужик говорю, потому что они мне всегда помогают. Баракат это просто, там, они в рекламе не нуждаются, это как мои старшие братья, да? Они мне там помогают каждый бой, там, каждый праздники, не праздники. Ну, короче, всегда меня там, как братишка, да, они там помогают мне постоянно там. Если бы не они, и вот операцию они все, я эту операцию не мог сделать, не решался, они мне операцию сделали вот на руку. Ведь там, короче, полностью у меня, если бы не они, я бы давно бы там свои кредиты бы я бы не смог оплатить. Но как есть, да, говорю, они мне-то помогут за бой, я пойду там полностью кредиты свои погашу и смело вот так месяц тренируюсь. Уже как, ну, ни о чем не думаю, уже тренируюсь. Короче, им в натуре большой рахмет за то, что помогает. С ними еще до пояса дойдем, иншаллах. Надо было этот сейчас, чтобы на столе лежал. Тогда же Жуман... Не говори, блин. Жумана же в подкасте как раз баракат лежал. А что ты, здесь. брат, не сказал? Вот скажи просто. Я не знаю, твои же спонсоры, не мои. Не, ну ты бы сказал, брат, баракат, что захватишь по дороге? Все, в следующий раз. Ну, я бы без проблем заехал, захватил бы, брат. Идея офигенная. Сейчас вот пришла мне, ты спрашивал, что можно крутое сделать по поводу выхода на бой. Да. С подносом баракаты. И вот так зрителям кидаешь эти бургеры. Они ловят. Это реально такого не было еще. Хлеб просто, видишь, там. Лучше давать, наверное. Вот ну или они давать. рядом же будут стоять же. Да, они так руку тянут, типа, Да, вот, брат. О, вообще Целый чётко. поднос такой Да. офигенный. Да, 20-30 сделать штук. Все Вот будут вообще стараться сейчас такого подойти вообще никогда поближе не к было. выходу, да. И еще много кто баракат же там не пробовал, зато попробует. И они вкусные. Ты Хотя меня бы водил 10 тогда? Реально вкусные бургеры. Не, баракат вкусно очень. Очень вкусно. Сейчас они еще лучше стали. У них еще есть асхана. Там вот поваров, брат, дегустировали, там вообще вот все вот так вот. Попробуйте. Покажи бицуху вот так. Вот это, смотрите, он вместо спортивного питания баракат бургер ест, и вот. И Hello Food, это сейчас я на правильном питании ПП сижу. 12 дней. У них вообще еда вот такая вот классная. А вам вообще весогонка легко дается? Ну, вот только вот если правильное питание будет. Если правильного питания нету, это нереально сделать. Ну или баракат. Обязательно. Я вот либо баракат, либо Hello Food. Все. У них там еду, у них там супы, все. И, короче, можно подобрать все четко. Вот есть ребята, которые гоняют на воде, такое неприемлемо для вас? Блин, такое еще не... Я вот один раз только гоняю. Всегда на 93 же дрался. Вот у меня сейчас рекорд 6-0. Иншаллах будет 7-0. Вот эти 5 боев я провел 93. Один бой провел 84. И мне 84, вот мы 8 часов, у нас 4 бойца было. Мы пришли туда, гоняли вес с 8 до 12, Джуман. Все вот ушли, кто сделали. Я до 5 утра гонял.
баню потом поехал, не смог согнать килограмм, а в баню поехал вот с там, друзьями с ним, 10 заходов заходил туда. У меня вот все, килограмм ушел. Я поехал домой, потом утром на взвешивание, вес ровно 83, 800, короче, в весе был, вес сделан. Мне тяжело дался весогонка. В этот раз, но я сделал сам свою ошибку. Я вот сидел на ПП, мне тренер сказал, 86 у тебя вес, не кушай много, все, завтра, послезавтра взвешивание, завтра будем вес гонять, все хорошо. Я думал, пришел, жена, короче, лагман сделала. И мой любимый пирог, как назло, я думал, зачем это она сделала? Я на это сделал, я вот так смотрю, давай чуть покурю. И, короче, навернул. Жестко. И на весы стал, прошел на взвешивание 96. 89. И сам, это моя ошибка была вот. Теперь опыт, не зря так, кто бы говорил, не кушай, пока сам не обожгете, ничего не поймешь. Теперь пироги только после боя, да? Вот, иншаллах, хочу сказать вот так вот своим болельщикам, всем, чтобы 22 сентября я вас всех жду, я вас всех обрадую четким нокаутом, красивым нокаутом. Приходите, искры будут с глаз там обязательно. И хотел бы сказать... Что же еще хотел сказать я? Забыл, короче. Баракат бургер. Баракат бургер. На выход кто будет рядом стоять? Нет, хотел сказать вот все. Сах Протим Дидар Ага, это наш директор, который нам помогает во всем там полностью. Нам, ну, уже много раз говорил, Дидар Ага, вам рахмет за все. Наш тренер Даулет Нурланула, это... Его уважаю как своего старшего брата, хоть и мы курдас, ровесники мы, но я его уважаю, с ним на «вы» разговариваю, потому что уважение к тренеру – это другое, там, когда тренер в тебя тоже вкладывает в душу. И, короче, все покажем 22 сентября. Приходите, не пропустите Найзу. Вот этим кулаком мы нокаутируем, иншаллах. Все. И кушайте баракат бургер. Ты уже просто заканчиваешь, хочешь? У меня еще пару вопросов. Не, говори, просто, я свое просто сказал, брат, а потом окей. хиже. Потом в конце это вставим. Да, вырежите просто и все самое. Ладно, оставим как есть. Усен, я у тебя хотел спросить по поводу турнира на мат, я же там тоже был. Да. Ты когда записал реплику мне в камеру, когда Харун дрался, Да. и потом я видел в комментариях, многие стали критиковать ребята, почему типа Харун против там бойца из Казахстана пошел и был в углу у Харуна. Ты с этой критикой вообще встречался? Тебе писал кто-то в личку? Нет, никто не писал мне в личку. Вот, мне просто так под видео писали. С Харуном просто я хорошо общаюсь, и он как человек очень хороший пацан. Порядочный такой же. Не, да, вот я сам... Он только просто в натуре Харун, таких как Харун, очень мало ли. Он очень здравый человек, очень в натуре хороший. И Васипа знаю, он очень тоже хороший пацан. Уважаю Васипа. И то, что нет, он здесь выиграл... ничего такого нету. Да, Там много кто выходит, там около, в углу у него один человек. Почему бы не пойти с Харуном? Там поезжала на Васиф, там орал Васиф тоже к этому. Да, не, что-то... Да, конечно, он же самый. Не я же дрался там. Я, например, со своими не дерусь, это все знают. Он с Васифом так не общается. Вот я с Васифом нормально Я так вижу. Я вообще говорю, да, я с ним тренировал, мы вместе тренировались, там, спарринговались когда-то там. Вообще, я Васифа хорошо знаю там. Я, например, честно, да, как есть там, не в обиду Харуну, я бы, например, не смог, я бы не вышел, потому что я со Васифом общаюсь, да. Ты с Харуном не общаешься. Да, но вообще с Харуном вообще говорю, да, я бы не, он-то не общается с Васифом. Я бы по-любому там, потому что я-то с ним общаюсь, как я выйду там. А с Харуном где ты познакомился? С Харуном я познакомился вот на реалити, когда было реалити у них. И там мы заобщались, и все, и по сей день, как приезжает, он сразу ко мне звонит. Не, Харун вообще здравый пацан. Я так сколько раз с ним же нахожусь, с ним же сплю там, и до боя, и после боя так смотрю, да, он как человек, я же такой видно. Не, мужик, очень я же порядочный. Воспитанный еще. Воспитанный, да, такой. А расскажи немножко тоже про эту историю, что он, рассказал, что болел, но не совсем раскрыл это все. Но не раскрыл, он вообще не хотел, он говорит, чтобы никто не знал, что я болею. Зачем, чтобы он знал соперника, это плюс только будет ему. А ты не пытался отговорить его как-то? Нет, он уже видно, что был настроен драться по-любому. Будет драться он. Заболел он очень сильно. У него и температура была 39, и вот так я спал, так раз проспался, то, что он кашляет сильно. Я просыпаюсь, смотрю, он спит и кашляет. Жестко, думаю, как он драться будет. Как он вообще драться собирается. И перед боем уже где-то за 3-4 дня он, прям жестко температурил. А температуры таблетки, купил туда-сюда. Ничего ему не помогало в основном. Только и выпить таблетку, на 2 часа отпустить, опять температура, Жестко надо. Еще вышел, еще 5 раундов подрался. Ё-моё, тут в натуре.
Характер воина у него. Воин в натуре. Харун в этом плане, вот я вообще думал, что он... Я вот так приезжал, я вообще к ним не приезжал, 5 дней был, 1-2 раз приехал, может, поздоровался там с Харуном, Да. всё. Он там с ним был, я посмотрел, думаю, блин, как он будет, я думаю, максимум 2 раунда он протерпит, дыхалка у него не выдержит, потому что человек болеет, там, кашляет, ну, температура, все равно, там, любой боец, любой спортсмен, там, знает, что подготовка... бронхит, будет. Не, вообще, бронхит, это очень бронхит другое. вообще болеет, да, говорю, там, подготовка не будет, но он и так не готовится, Харун уже на опыте выходит ко всем, вот, с кем он дрался, так бегает, ну, именно сборы, там, хорошие спарринги, там, вот так уже он чисто на опыте выходит и делает красиво. Делаю красиво. А выигрывают тех пацанов, кто пашет там утром, вечером. Утром, вечером. Он чисто на опыте вообще не тренирует. То побегал, чуть размялся перед тренировкой, ушел в бой. Ну, он сейчас еще выходил с боками с такими 77. Мгм. Прям совсем не Да, я уже рост 77, это много, да, брат? 66. Да, ему 66. Он же начинал, по-моему, как раз 66, потом вот как-то оказался 77. От хорошей жизни массу набрал, видишь. Скоро 90 буду выступать. Ну да, но ударка у него, да, конечно, очень крутая. Не ударка, у него удар тяжелый. А вот если гипотетически представить из разных лиг, давайте возьмем бойцов, кому бы вы хотели бросить вызов? Ну вот если вы находитесь оба в лучшей форме, вот такой бой, который бы вы хотели, ну, бой мечты, условно говоря, такой соперник самый интересный, кто для вас? Блин, такое чисто вот бой мечты там, честно, вот не буду обманывать, там, придумывать, что у меня нет такого, что бой мечты там. Какой бой дают? Ну вот, допустим, в Лиге Найза у вас есть чемпионские амбиции? Да, конечно, обязательно. Охота, мечта есть, Что у что... нас в этом весь Нету никого сейчас. Ну, 84 у нас Ермеков последний был. Ушел, да, Да, кажется, сейчас он ушел. вакантно, да, пояс? Мгм. А если с Ермековым был бы бой? Я с нашими же не делюсь, мне много предлагали уже там. У меня не бой мечты, а хоть хотелось бы бой провести, чтобы этот бой организовали. Я выездной в Москву могу выезжать. С Артем Тарасовым по кулакам в Шингирдах желательно. Хайп, что-нибудь такое. Там в Шингирдах же можно драться. На мат. А на голых ты не хочешь? Ну, на головах мне, видишь, палец. Мне один удар, я сломаю себе точно его. Сейчас уже потихоньку палец привык уже смело в Шингирдах. Если тэп одену, тоже нормально будут. Нормально будет. И вот если мне бой подадут с Тарасовым, я только рад, в России желательно бы, или в Казахстане, разницы нет. Мгм. Заинтересовал бы кто-нибудь. Виталий Тарасов сказал, вроде с Намадом поговорит. Они братья же. Это шутка. Ну. Фамилия одинаковая просто. Мне кажется, прям много, да? О чем поговорили? Да, Я, интересно. знаешь, еще о чем думал? Давай, наверное, напоследок. Все-таки, так как у тебя никнейм казахский Борс, следишь ли ты вообще сейчас за Чмаевым и видел ли ты, что он сейчас тоже будет драться в Абу-Даби на турнире UFC Да. 308? 5, ой, не 5 октября, да? 26 октября. Да, 26 октября. Ну, в октябре, вот помню, что... Конечно, не, подписаны, конечно, на такого бойца. Там на многих бойцов подписано. Смотрим, конечно. Всех бойцов смотрим. Кто чем занимается, вообще как тренируется, да, вообще вот так в лагере их. Ну, прям такого, что... Нет, брат, такого никогда не было, что там... Чисто вот так случайно, вот, брат, даже не думал, что там себе там Борс, там, прозвище сделать, там вообще другие были. Ну, вообще думал примерно какие другие, но точно не такие потом. Ну, потому что я же в Казахстане думал вообще другой какой-нибудь более такое хотел выбрать. А потом вот ты подошел, вот Борс, как сказал, и все потом пошло-поехало, короче. Ну и залетел ты какого? Никнейм. На Чимаева много кто говорит. Я говорю, даже я иной раз спрашиваю, мне так некоторые вообще левые вообще приходят. Так нет, так на Чимаева похоже. Прикольно. Именно сбоку особенно. Да, это когда у тебя и костюм был какой-то спортивный. Да. Да, супер похоже был. Что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось то, что у нас сегодня происходило. Вообще, почаще к нам приходите. Тоже много раз говорим. но надо- Прокачивайте медийку свою. Да, надо бои И в конце делать. можно еще раз так скажу, насчет 22 сентября, вот это не надо, вот в конце это скажу, да? Давай. Да ты же говорил. Сначала говорю. Окей. Да, ну, я чуть Давай, подведу да? к этому. Да. 22 сентября будет очень крутой турнир Лиги Найза 67. Асан там выступит. Круто было бы, конечно, чтобы там и Асан, и Усен выступили. Но пока один из братьев выступит на одном из следующих турниров Найзы, надеемся, мы все-таки сможем организовать такую историю, чтобы сразу два близнеца, вот я не помню, было ли такое вообще на каких-то турнирах, чтобы два брата-близнеца выступили. Билеты есть уже на сайте Найза ТВ, так что покупайте их обязательно. Не забывайте покупать места ближе к выходу бойцов, потому что Асан и Усен будут выходить и раздавать бургеры «Баракат», что... И подписывайтесь.
на наш канал. Да, на экране где-то появятся твои социальные сети, у Сены социальные сети, так что, да, вы можете... Хотел сказать бы еще своим зрителям, 22 сентября не пропустите, я вам подарю этот вечер нокаут. Постараемся сделать нокаут. И бы хотел бы сказать Раджуку и Тахиру Рахмет вам за поддержку. Если бы не вы, мы бы не вышли бы 22 сентября. Усен, попрощаешься как-нибудь? Да, всем салам алейкум. Артем Тарасов, давай поделимся. Все, тегайте Артема Тарасова под этим видео. И вообще, кстати, пишите, вот Асан с самого начала хотел какой-то креатив, что-то интересное перед боем сделать. Может, у вас какие-то есть тоже идеи, пишите их в комментарии. Крутые идеи мы попытаемся реализовать. Да, было классно, интересно. Ребята очень фактурно, интересно. Я думаю, мы их еще не раз увидим у нас в студии. Спасибо. Вам спасибо и нашим болельщикам всем спасибо, за которые нас поддерживают. Все видим, все слышим. Благодарим вас. Найза Кэмп Реалити! Ақтау қаласында 16 бойцов будут тренироваться под руководством 2 чемпионов Фаниль Рафиковым и Данилом Донченко. Тек екі мықты жауынгер Найза лигасында кәсіпқой жекпе-жек өткізеді. Найза ТВ YouTube каналына көріңіздер. Приятного просмотра! Бизнес сегодня – это напряженные звонки, документы, отчеты и бесконечные встречи. Хватит тонуть в рутине и постоянном контроле. Доброе утро, коллеги. Давайте. Дарлин – решение всех ваших забот в одном месте. От документа оборота до заключения миллионных контрактов. Дарлин – это твой цифровой офис. Управляй бизнесом из любой точки мира.